Ингушетия присоединилась к всероссийской акции «Юнармия против ковида». Программа интересная и полезная. Викторины, мастер-классы по изготовлению средств индивидуальной защиты и небольшой квест от военных Троицкого гарнизона. Адам Мережков поучаствовал. Мастер-класс по изготовлению медицинских масок и других средств индивидуальной защиты подручными средствами наглядно показывает юноармейцам, что защититься от коронавирусной инфекции в период пандемии легко и просто. Свои силы в этом деле сейчас пробует и командир отряда юнармии «Ангушт» Амин Пугоев. Я делаю маску из резинки, соединяю степлером вот так. В акции «Юнармия против ковид» принимают участие 25 юных активистов этого движения. Все они учащиеся средней школы номер 4. Для ребят здесь приготовлена настоящая познавательная программа. Это и викторина на тему «Я гражданин России» и мастер-класс от военных Троицкого гарнизона по надеванию общевойскового костюма, предназначенного для защиты радиационно- и химических излучений. В первую очередь одевается плащ, потом достаются чулки. Данные, как вы видите, бахилы, как раньше называли, это являются чулки защитные. По словам Владислава Захаряна, проведение таких мероприятий среди подрастающего поколения сейчас положительно скажется на их жизненном пути завтра. Тем более, что это будущие защитники Родины. В любом случае, независимости, женская половина, мужская половина, это пригодится в будущем, потому что мужчинам это как будущим защитникам Отечества. Сейчас в наше время пошла тенденция, что и женская половина идет служить в армию. Поэтому это пригодится им в будущем. И они хотя бы будут эти основы, даже если в армию не попадут, основы знать, чтобы защитить себя и своих близких. Всероссийская акция «Юнармия против ковид» стартовала еще 2 дня назад в Москве. Следует отметить, что подобного рода эстафету Ингушетия подхватила первой. Наше всероссийское движение направило к нам материалы, это и брошюрки, и антисептики, которые мы уже для наших юноармейцев будем распространять, чтобы они уже применяли эти меры у себя, и уже у них были и свои антисептики, и свои маски. Вот такая вот у нас сегодня акция, и мы ее решили как-нибудь вот так вот совместить, потому что детям все-таки интересно и автомат, и вот это вот именно военное дело, и викторину провести на знание истории Отечества, так как у нас на подходе 2 такие даты, как 3 декабря – это День неизвестного солдата, и 9 декабря – День Героев Отечества. Очень надеемся, что до конца года мы посетим все наши отряды, расскажем им, покажем им про эту акцию, ознакомим их и передадим ту продукцию, которую нам направляет Москва. Заканчивается акция награждением активистов юнармии «Ангушт» почетными грамотами за их добросовестное участие во всех мероприятиях с начала года. Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24.